У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Колькі жыхароў зараз налічваецца ў Беларусі, якія ўзроставыя катэгорыі пераважаюць, як працаўладкаваны нашы суайчыннікі, дзейнасці ў якіх сферах і галінах эканомікі аддаюць перавагу. Як забяспечаны дабрабыт і сацыяльныя гарантыі кожнага з нас? На гэтыя і многія іншыя пытанні дасць адказ усебеларускі перапіс насельніцтва, які пройдзе ў нашай краіне ў кастрычніку. Як рыхтуюцца да яго ў Віцебскай вобласці? Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. Першы паўнавартасны перапіс насельніцтва Беларусі ў яе сучасных межах прайшоў у 1959 годзе. Тады ў рэспубліцы пражывалі крыху больш за 8 мільёнаў чалавек. Далей перапіс праводзіўся кожныя 10 год. У 1970 годзе насельніцтва Беларусі складала без малога 9 мільёнаў чалавек, а ў 79 амаль 10 мільёнаў. Апошні перапіс савецкага перыяду прыйшоўся на 1989 год. Па яго дадзеных, на тэрыторыі БССР пражывалі больш за 10 мільёнаў 150 тысяч чалавек. У гісторыі незалежнай Беларусі сёлетні перапіс трэці па ліку. Першы прайшоў у 1999 годзе, другі ў 2009. Па дадзеных апошняга перапісу у нашай краіне налічвалася 9,5 мільёна насельніцтва. З іх 1 230 000 жыхары Віцебскай вобласці. Перапіс насельніцтва – гэта не проста рэвізія колькасці жыхароў краіны. 49 пытанняў, што будуць задаваць корэспандэнты, ахопліваюць розныя сферы жыццядзейнасці. Па атрыманых адказах будзе планавацца далейшае развіццё краіны. Цель этой переписи, конечно, получение самой актуальной информации о жителях нашей страны. Для того, чтобы принимать в дальнейшем важные государственные программы, для того, чтобы мы жили с вами лучше. Потому что о необходимости, сколько надо построить домов жилых, где провести газ, где провести водопровод. Все это будет зависеть от того, какие итоги мы получим при проведении этой переписи. Падрыхтоўка да перапісу пачалася задоўга да яго правядзення. У кастрычніку 2017 года у Маладзечанскім раёне Мінскай вобласці прайшоў пробны перапіс. Мы использовали в своей работе уже планшеты. Это, скажем так, основное новшество было, с которым мы столкнулись. Конечно, было сложновато поначалу, но потом, в принципе, использование планшетов оправдало себя только с самой хорошей стороны, потому что для того, чтобы провести опрос населения, на это время уходило от 5 до 10 минут. Если бы это касалось бы, конечно, бумажного носителя, то минут 20. Второе новшество, которое было опробовано при проведении пробной переписи, это заполнение вопросника о сельском хозяйстве. Вообще, сельскохозяйственная перепись в Республике Беларусь не проводилась ни разу, и она будет проводиться в этот раз впервые. И вот в ходе пробной переписи, конечно, те вопросы, что стояли перед респондентом при заполнении этого вопросника, вызывали, конечно, очень сомнения. Самый главный вопрос, будет ли это потом информация каким-то образом повлечет за собой увеличение налогообложения. При опросе респондентов у них интересовались, какими бы методами они хотели бы, пройти перепись. И в итоге получилось, что почти четверть опрашиваемых высказала пожелание пройти перепись самостоятельно через интернет. Что было принято положительно, было внесено изменение в указ президента, и эта перепись будет проходить в несколько этапов. На працягу мінулага года вялася работа по праверцы адраснай гаспадаркі. Проверка это проводилась в городах и городских поселках области. Работники всех территориальных органов статистики выходили на улицу и проверяли наличие адресной информации на жилых домах. Это наименование улицы, номера дома. На многоквартирных домах это еще должна была быть нумерация квартир на подъезде. Были выявлено очень много недостатков. О этих недостатках, конечно, мы докладывали на заседаниях временных комиссий, которых в прошлом году где-то было порядка 84 по всей области. И местные органы власти принимали меры к их устранению. Работниками органов статистики было проверено порядка 80% жилого фонда городских поселений области. Вот. Эта работа была масштабная, и, скажем так, она закончилась тем, что в ноябре прошлого года уже временным переписным персоналом, привлекаемым со стороны этой регистраторами, был проведен сплошной обход жилого фонда городских поселений. В итоге были составлены списки жилых домов. Регистраторы вносили дома, которых не было указано на карте, или наоборот удаляли те дома, которых уже в наличии на местности не было. В итоге у нас по области получилось добавлено где-то около 23 000 строений.
И всего у нас получилось по области, было обследовано 92 тысячи жилых домов. Падчас праверкі ў Віцебску таксама былі выяўлены пэўныя недахопы. Да прыкладу, на вуліцы Александра Авечкіна, якая была перайменавана ў 2017 годзе, адсутнічалі аншлагі з новай назвай вуліцы на прыватных дамах. На сённяшні дзень недахопы выпраўлены. Праводзілася гэта работа па ўсёй вобласці. Да прыкладу, у Шуміліне яе каардынавала часовая раённая камісія па садзейнічанні перапісу насельніцтва, створаная ў чэрвені 2017 года. Только унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского района в 2018 году установлено 444 аншлага с указанием наименований улиц и номеров домов. Активно работали и с населением, обращались с просьбой к жителям района обозначить принадлежащие им дома, указав наименование улицы и номер дома через районную газету «Герой працы», путем публикации на извещениях об оплате коммунальных услуг, в ходе мониторинга ответственными работниками состояния адресного хозяйства. В большинстве случаев достигнуто взаимопонимание. Работа по упорядочению названий улиц, нумерации домов и квартир была необходима, так как в ноябре 2018 года регистраторы приступили к составлению списков домов и помещений в них в городских поселках Шумилино и Оболь, а имеющиеся на домах аншлаги способствовали составлению этих списков быстро и качественно. Шумілінскія супрацоўнікі жыллёва-камунальнай гаспадаркі даволі арыгінальна ўпрыгожылі скрыжаванне дадатковымі ўказальнікамі з назвамі вуліцы. Праўда, усе аншлагі ў райцэнтры выкананы чамусьці выключна на рускай мове. Па папярэдніх падліках у вобласці неабходна будзе перапісаць больш за 1 мільён 170 тысяч чалавек. Теперь у нас самая главная стоит задача – это составить оргплан проведения переписи на основании этого картографического материала. Этот план – это самый, можно сказать, такой основной документ, который послужит нам для расчета временного переписного персонала, то есть переписчиков, сколько мы сможем их привлечь на саму перепись. Пока по предварительным данным предполагается привлечь в нашей области где-то 1500 человек, переписчиков. Будет организована работа где-то 85 переписных участков. Будут работать и стационарные участки. Таким чынам, прыкладная нагрузка на аднаго перапісчыка каля 750 чалавек. Гэта каля 30 чалавек у дзень. У Шумлінскім раёне трэба будзе апытаць амаль 18 тысяч чалавек. Для гэтага будуць задзейнічаны каля 3 десяткаў перапісчыкаў. Впереди нас ожидает составление и утверждение организационного плана проведения переписи населения нашего района, тестирование программного обеспечения, подбор временного переписного персонала, его обучение, обеспечение инструментарием, подбор помещений для организации его работы. И еще нужно будет решить много других вопросов, пока приступим непосредственно к опросу респондентов. Задача стоит сложная, и работа предстоит напряженная, но надеюсь, что слаженная работа Временной районной комиссии по содействию переписи населения в Шумилинском районе, понимание и помощь актива района, руководителей учреждений и организаций позволят провести ее на достойном уровне. Актыўная частка перапісу пройдзе ў 3 этапы з 4 па 30 кастрычніка. На працягу ўсяго гэтага часу будуць працаваць стацыянарныя ўчасткі, куды можна будзе прыйсці самому і адказаць на пытанне. Першы этап з 4 па 18 кастрычніка апытанне на буйных прадпрыемствах і праз інтэрнэт. Затым 2 дні адведзены на апрацоўку інфармацыі, каб вызначыць, дзе засталося неахопленае перапісам насельніцтва. А на трэцім этапе з 20 до 30 кастрычніка перапісчыкі пойдуць па хатніх адрасах. Переписчики, конечно, будут опять-таки оснащены и планшетом, будут оснащены сумкой для ношения планшета, у них будет выдано им удостоверение, уже утверждена форма. К этому удостоверению обязательно у переписчика должен быть с собой паспорт. Планшет, ліхтарык, свісток, блакнот і ручка. Асноўны інструментарый перапісчыка. Акрамя таго, кожны з іх будзе застрахаваны. Сёлетні перапіс вырашана праводзіць без прыцягнення дадатковых фінансавых выдаткаў. Зменены закон аб перапісе, на мясцовыя органы ўлады ускладзены дадатковыя абавязкі, падбор часовага персаналу, падбор памяшканняў і арганізацыя выдзялення транспарту. К временному переписному персоналу предполагается привлечь в основном, конечно, студентов, в первую очередь представителей БРСМ, работников органов государственной власти. Это должны быть люди очень грамотные, ответственные,
коммуникабельные, чтобы могли расположить к себе респондентов. Что касается помещений, но обязательно, чтобы была возможность подключиться к интернету, потому что в режиме онлайн вся информация будет передаваться на сервисный центр в Минск, в Белстат. Все это будет в режиме реального времени, то есть опрос производится и тут же информация передается. Информация, конечно, будет защищена однозначно, разглашению она не подлежит. Апытанне рэспандэнтаў праз інтэрнэт сёлета будзе весціся ўпершыню. Каб чалавек не заблытаўся ў значнай колькасці пытанняў, на сайце размесцяць падрабязнае тлумачэнне па запаўненні формаў. В целом все эти пошаговые мероприятия будут, естественно, на сайте, на нашем, на Национальном статкомитете размещены пошаговая буквально инструкция, как отвечать на поставленные вопросы. Я думаю, что у граждан этих сильно больших вопросов при заполнении самостоятельно не возникнет. Будет очень широко работать, у нас организован колл-центр. Любой непонятный вопрос, любая какая-то проблема, гражданин нашей страны сможет позвонить на этот колл-центр и высказать или свои пожелания, или замечания, или претензии и так далее, или что-то непонятно будет, когда он будет самостоятельно заполнять этот переписной лист. Арганізатары перапісу спадзяюцца, што значная колькасць нашых суайчыннікаў пройдзе перапіс праз інтэрнэт. Да прыкладу, на Шумилиншчыне разлічваюць, што гэта можа быць да чвэрці жыхароў раёна. Через сеть интернет это для людей может быть более приемлемо. В свободное от работы время они сели за свой компьютер, прочитали вопросы, спокойно на них подготовились и ответили. Городской поселок Оболь, городской поселок Шумилино, ну и на селе у нас весь район обеспечен сетью интернет, и поэтому любой из домашнего компьютера сможет это сделать. Дарэчы, першыя вынікі перапісу плануецца атрымаць ужо ў лютым наступнага года, а ўся інфармацыя будзе абагульнена і стане даступнай у 2021 годзе. Для чаго праводзіцца перапіс насельніцтва і як зручней прыняць у ім удзел, запоўніць форму на сайце або адказваць на пытанні перапісчыка. Аб гэтым сёння наша традыцыйнае апытанне. Наверное, может быть, оно и нужно, потому что население должно быть всегда на учете, сколько прибывает, сколько убывает. Сайт для меня и все вот это, как бы, знаете, вот темный лес. Конечно, лучше, если придут и перепишут. В 2009 я был инструктором даже по переписи. Я переписывал участие. Ну, знаете, строение там было, помню, что кто где работает, кто-то дома нету, кто-то на работе. Трудно тоже человека выловить. Когда я работал, было проблематично. А так самостоятельно пошел. Лучше в онлайн, наверное, зайти, потому что не всегда бываешь дома. Поэтому лучше самой зайти, написать и все больше. Я и не откажу, что пришел, но, конечно, удобнее зайти на сайт, чтобы не нагружать людей, чтобы у них больше было времени переписать население. Ну, перепись населения, чтобы знать, какое у нас сколько, каких категорий населения, где кто живет, хотя бы знать кучность, что называется, что на селе, что в городе. Мне проще онлайн заполнить эти данные и все. А почему? Ну, не знаю, я привык все делать через интернет. Наверное, сдать переписчика. Для нас это очень сложно. Для молодежи проще зайти, а для нас это сложно. Честно говоря, даже никогда не задумывалась над этим вопросом. Ну, пожалуй, в первую очередь для того, чтобы отслеживать демографическую составляющую нашу, какая рождаемость, когда провалы в рождаемости населения, когда рост. Я думаю, что онлайн-заявка сейчас гораздо интереснее, особенно для молодежи, это очень удобно. И как бы людей других не надо напрягать, которые будут этот опрос проводить. И для молодежи это гораздо удобнее, потому что в любом случае мы работаем, мы учимся, у каждого из нас какие-то свои занятия, и из дома по интернету это гораздо удобнее совершить. А які спосаб адказаць на пытанні перапісу насельніцтва выбераце для сябе вы? Заходзьце на сайт тэлерадыёкампаніі Віцебск vtv.py і галасуйце. Прапановы па тэмах перадачы можна даслаць на наш электронны адрас. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя!